смотрите новости. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Праздники в ковидные времена. Обозначен режим работы прививочных кабинетов и лабораторий Якутии в новогодние дни. Путешествия для северных поселенцев. С будущего года открывается новый механизм субсидирования авиабилетов для жителей арктической зоны республики. Для того, чтобы творить добро, нужно только желание. Группа активисток из Алекминска организовала благотворительную эстафету. Расскажем об этом более подробно. Глава Якутии поставил задачу не снижать темпов вакцинации в новогодние дни. По данным Управления Роспотребнадзора по республике, на 28 декабря первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 522 928 человек, что составляет 73% от взрослого населения республики. Также Айсен Николаев поручил региональному правительству по итогам года проработать меры поддержки и поощрения районов, которые являются лидерами по темпам вакцинации. Более того, прививочные кабинеты и лаборатории Якутии будут работать бесперебойно в новогодние дни. По информации министра здравоохранения Якутии Елены Афанасьевой, в медицинских учреждениях республики сформирован необходимый запас лекарственных препаратов. Для обслуживания вызовов в праздничные дни дежурные бригады скорой помощи будут усилены. Переходя к эпидобстановке в республике, стоит отметить, что за минувшие сутки в Якутии отмечено 95 заболевших, из них 27 в Якутске. В Сунтарском районе 12 случаев заболевания, в Нерюнгринском 8, в Алекминском и Хангаласском по 6, в Алданском, Ленском, Среднеколымском районах по 5 случаев заражения. Еще в 10 районах заболели от 1 до 4 человек. В этом учебном году с сентября началась Всероссийская метапредметная олимпиада. Среди учителей большая команда большой страны. Организатором данного конкурса является Академия повышения квалификации учителей при Министерстве просвещения Российской Федерации. Команда из 4 учителей Татинского лицея победила дистанционный и региональный конкурс в республике. Победители также успешно выступили на финальном этапе в Москве. Это было очень даже сложно, с одной стороны, и в то же время очень интересно. Мы рады тому, что со всеми заданиями справились и достойно представили нашу республику на таком большом мероприятии. Было 75 команд из 75 регионов России. И в конце, когда мы выходили, весь зал наш аплодировал и сказали, что мы любимая команда этой Олимпиады. Тур в Имиконский район, дыхание северной земли, путешествие на полюс холода и маршрут БАМ от Байкала до океана, охватывающие труднодоступные места республики, стали победителями всероссийского проекта «Открой свою Россию». 7-дневный тур путешествия на полюс холода предлагает посетить царство вечной мерзлоты и комплекс Чучур-Муран в Якутске, резиденцию Чисхана в поселке Аймикон, искупаться в ручье Шаман при температуре ниже 50 градусов и преодолеть один из наиболее узких и опасных горных участков федеральной дороги Колыма-Черный Прижим, проходящий по скале над рекой Восточная Хандыга. Другой туристический маршрут БАМ от Байкала до океана представляет собой путешествие на вагонах по удаленным районам Сибири и Дальнего Востока. Все победители всероссийского проекта получат поддержку Агентства стратегических инициатив, Ростуризма, корпорации «Туризм РФ» и партнеров конкурса. С 1 января 2022 года жители арктической зоны республики независимо от возраста смогут летать до Якутска и обратно по субсидированным билетам. Из республиканского бюджета будет возмещаться до 60% от стоимости билетов. В настоящее время в программе участвуют авиакомпании «Якутия» и полярные авиалинии. По новому механизму субсидирования ограничения снимаются не только по возрасту пассажиров, но и по сезонности авиаперелетов. Теперь авиабилеты для жителей арктических районов будут доступны круглый год. Также увеличивается квота на борт с 2 мест до 10 и выше. Программа становится адресной, и такие билеты будут доступны для жителей с пропиской в определенном арктическом районе. Тем временем в сети появилось очередное видео нападения собак в Якутске. На этот раз жертвой голодной стаи стал ребенок. Какова судьба мальчика, неизвестно, а проблема роста количества бродячих животных до сих пор не решена. Кто ответит за нападение собак и когда жители Якутска спасут от агрессивных свор? Разбиралась Саргалана Неустроева. В
Вновь в центре внимания стая собак в районе Агату. С начала ноября отлов пункта передержки работает там в усиленном режиме. 21 собаку удалось поймать. Сколько еще прячется там, неизвестно. Работали допоздна. Вчера, по-моему, до часа ночи. И сегодня с утра уже тоже выехала бригада. Собак удается выловить. Вот вчера 2 собаки, но не факт, что это с этой стаи. Вот сегодня утром у меня еще просто нет информации, какая там ситуация, и стая уменьшилась или нет. Причиной появления стаи в районе Агату называют расположившееся неподалеку хозяйство, где содержатся лошади. Предполагают, что именно там собак прикармливают, там они и ночуют. Есть такая информация, что эту стаю собак, она у них спит, у них на сене. И каждое утро конюх как бы их выгоняет, и они разбредаются где в район трибун, под здания. И пункт передержки безнадзорных животных, фонд «Помоги выжить», они вот сегодня на импульс выйдут, наши специалисты выйдут, и как бы хотим завтра с утра поставить ловушки, попытаться отловить. Между тем, за прошедший год было зарегистрировано более 860 укусов собак. Половина из них принадлежит хозяйским животным на самовыгуле. Наложить штраф на нерадивых хозяев не позволяет действующее законодательство. Не работает и так называемый Бурматовский закон об ответственном обращении с животными, в рамках которого отловленных собак необходимо вакцинировать, стерилизовать и вернуть в прежнее место обитания. Все это задумывалось как образец гуманного отношения к животному, однако действует наоборот, жестоко по отношению к собакам, которые вынуждены сбиваться в стаи и выживать в суровых климатических условиях нашего региона. Закон требует проработки, да, и я думаю, отдельные положения закона должны быть переданы уже субъектам для принятия уже на местах соответствующих решений по содержанию, по отлову и по дальнейшей, как говорится, судьбе наших четвероногих друзей. Так, если у регионов появится возможность доработать систему под местные особенности, шанс на безопасную жизнь появится не только у людей, но и у самих животных. Специалисты отмечают, сегодня на территории республики должен работать не только отлов, но и штрафы, а также система регистрации домашних питомцев. И если жители до сих пор не поняли, что бродячие стаи – это результат их безответственности, то объяснить это должен уже закон. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. Ну а розовый фламинго Гриша, которого обнаружили на территории Чаяндинского месторождения в Ленском районе в ноябре, переедет в Красноярский парк флоры и фауны Роев ручей. В заповеднике имеются все необходимые условия для проживания экзотической птицы. Сейчас фламинго чувствует себя хорошо. Его поместили в отдельное от других птиц теплое помещение. Питается рыбным фаршем и сухим кормом из опарышей, а по утрам тертой морковью. Отметим, что зоопарк в Красноярске является одним из крупнейших в России, а его зоологическая коллекция – самая значительная по числу представленных видов среди учреждений Урала, Сибири и Дальнего Востока. Здесь обитают свыше 7 тысяч представителей фауны. Общая площадь парка составляет 4000 квадратных метров. Площадь экспозиции – 1500 квадратных метров. Предпремьерный показ музыкального спектакля «Бременские музыканты» Геннадия Гладкова состоялся на сцене Государственного театра оперы и балета. Этот вечер стал новогодним подарком для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Режиссером мюзикла является Дарья Потатурка, которая приехала в Якутию из Беларуси, где работала в Большом театре. В постановке «Бременские музыканты» занят весь актерский состав театра. Специально для мюзикла подготовили новые декорации и костюмы. Премьера намечена на 2 января. Сегодняшний предпремьерный показ музыкального спектакля «Бременские музыканты» является подарком нашего театра и Министерства культуры Республики Саха-Якутия детям-сиротам, детям-инвалидам. И я считаю, что это важная просветительская миссия театра, когда сегодня ребенок, неважно, ребенок ли этот, испытывает ли какие-то трудности в жизни, это ребенок из обычной семьи, должен получить новогодний подарок. И вот этот новогодний подарок ребенку, этот новогодний подарок детям – это то, для чего сегодня наш театр показывает сегодняшний спектакль.
Чтобы сделать добро, не нужно ничего, кроме желания. Так, группа молодых мамочек Алекминска решила организовать акцию-эстафету «Подари добро». Они собрали все самое необходимое и передали это в детское отделение Алекминской больницы. Пока мамочек чуть больше 10 человек, но они уверены, что главное не количество. Подробности в следующем сюжете. В эти предновогодние дни стартовала акция «Эстафета «Подари добро». Организаторы не организация, обычные мамочки нашего города. Мамочки города Алекминска пришла мысль о том, что нужно поддержать детское отделение непосредственно, то, что ребятишкам-отказникам, которые там присутствуют, в больнице, да, непосредственно, помочь как-то, чтобы отделению всегда требуется помощь, а у Алекминской ЦРБ не хватает средств, и нет такой статьи расходов, которая бы содержала бы этих ребятишек. И поэтому мамочками города Алекминска организована такая акция-эстафета, которую поддержали пожарная часть наша непосредственно города Алекминска. Добру есть место всегда, а в дни новогоднего и рождественского волшебства оно станет настоящим подарком ребятишкам, которым часто не хватает просто внимания. Эта помощь очень востребованная, потому что по сегодняшний день в детском отделении поступили всего 27 детей за весь этот период, да, из неблагополучных семей. Там, согласно федеральным законам, обязательно от 0 до 3 должны они в детском отделении находиться, да, но у нас бывает и поступают и более взрослые дети от 0 до 14, потому что иногда бывает, что реабилитационный центр закрытый, по некоторым причинам они к нам поступают, мы никому не отказываем. Пока цепочка добра совсем маленькая. Сегодня свои подарки передали ребята ОГПС Алекминска. У нас коллектив очень хорошо поддержал. Получается, мы эстафету получили вчера от мам. Я сразу же в группах WhatsApp написал своей рабочей группе. Никто не отказал. Все за полдня сразу же перевели. Очень хорошее дело. Это начали мамы города Алекминска, первые. Они решили каждый месяц это делать, передавать эстафету по организациям. Мы, получается, были вторые. И сегодня мы передаем эту акцию эстафету «Подари добро» детскому отделению команде охраны НПС-14 «Транснефти». Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. И в завершении выпуска коротко о погоде на предстоящие праздники. Температура воздуха в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в столице республики ожидается на уровне минус 45-47 градусов. Немного теплее будет по западным районам. Отметим, что сегодня в Якутске днем температура воздуха составляет 46-48 градусов мороза. Управление образования города сообщило, что из-за низких температур отправлены на дистанционное обучение ученики с 1 по 8 классы. Однако аэропорт столицы работает по фактической погоде. Наблюдается плотный туман. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.